Скажи, какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед? Или незримый, прочный след в чужой душе на много лет? Оставил прочный след в истории ингушского народа и Ахмед Боков. «Багровые зори», «Сыновья Беки», «Трудный путь». Романы и повести писателя знакомы каждому с детства. К историческому событию учащиеся подготовились основательно. Драматург, актер, режиссер, общественный деятель. Его имя с гордостью будет носить 4-е общеобразовательное учреждение Карабулака. Ибрагим Аушев говорит, что теперь каждый, переступая порог школы, невольно будет вспоминать великого писателя. Мальчику нравится роман «Сыновья Беки». Я недавно прочитал его роман «Эпопея «Сыновья Беки». Мне этот роман очень понравился. Даже несмотря на то, что я не прочитал все его произведения, этот роман уже заставляет меня волноваться за тех сыновей, за Беки. Этот роман очень вдохновил меня. Я словно погрузился в него. Вот кто из героев больше всего схож с тобой по характеру? Я из всех героев представляю себя вместо Хасана, потому что это был очень такой свободолюбивый ингуш и хотел отомстить за несправедливую смерть отца. Почтить память известного ингушского писателя собрались сегодня те, кто так или иначе связан с ингушским классиком. Родственники, представители администрации и почитатели его таланта. Среди них и племянник Ахмеда Хамиевича. Сегодняшний день для всех имеет огромное значение. И пожелать школе, чтобы она была всегда вот на такой высоте, чтобы было больше успехов и чтобы вы помнили, что имя Ахмеда Бокова все-таки оно связано с тем, что он внес большой вклад в развитие ингушской литературы. И у нас много также есть писателей, которые также внесли этот вклад. И мы считаем, что увековечная память вот таких вот известных людей. Для нас это огромная честь. Мы должны с сегодняшнего дня еще больше стараться и в учебе, и в работе, чтобы доказать, что мы достойны этого имени. Мы очень рады. Чтобы на классика равнялись, Ахмед Боков никогда бы и не подумал, что в честь него будут называть школы, театры, улицы, мемориальные доски. В каждом произведении он с большим трепетом описывал природу, быт и трудолюбие жителей. Передать всю красоту его произведения учащиеся школы решили посредством творческих уголков. После приветственного слова для гостей устроили небольшую экскурсию. طولم تها طولم واقش تقك أدنو تسوالش مسز لقلين جهقودة يخوان نسسلاش شكولة سبورتي إنستيتوتي سريل تاجاتي كتلو ياقش سيقمنسي لقلاتوش. Пейзажи, натюрморты, войлочные ковры, декоративные изделия – все это дети используют для украшения своей школы. Также должное внимание дают современным технологиям. Вот тут, например, занимается программированием. Расскажи нам, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Баха Пархоев. Я уже занимаюсь 2 года программированием, электроникой. Вот в данный момент я собрал электрическую цепь, как светодиодная лента. Вот, видим, через каждые полсекунды светодиод меняется, последовательно идет загорание светодиодов. Вот. Еще я своими руками создал электродвигатель постоянного тока. В завершении мероприятия в школе открыли небольшой уголок, где каждый желающий сможет отдохнуть или почитать книгу. Право разрезать ленточку представили директору школы и племяннику Ахмеда Бокова. Ахмеда Бокова нет среди нас уже 15 лет, но имя народного писателя давно стало бессмертным. Его любят и чтят благодарные потомки. Как говорится, человек жив до тех пор, пока жива память о нем. А присвоение имени школы в его честь – прекрасное тому доказательство. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.